Деньги помогают жить, а налоги развиваться. С этих слов открывает конференцию ректор НГУ. Налоговая служба это мероприятие не зря подготовила совместно с университетом. Ведь именно из этих стен выпускаются квалифицированные специалисты, от которых в основном и зависит, какая государственная политика налогообложения будет действовать в регионе. Живое общение и контакты со структурами, которые реализуют государственную политику по финансово-экономическому блоку на практике, для нас крайне необходимо и полезно. Это позволяет нам определять основные навыки и компетенции, необходимые для наших выпускников, вносить соответствующие изменения в соответствующие планы и программу подготовки, тем самым повышать качество подготовки наших выпускников. Региональной налоговой службе в этом году, как и самой республике, исполняется 25 лет. Как отметил зампред правительства Мухар Бектикажев, ведомство с самого начала показало свою работоспособность и ответственность в условиях только образующегося нового региона. Налоговая служба сумела быстро сформировать основную доходную часть республики. Налоговые органы начали свою деятельность в год основания республики, организовали учет налогоплательщиков на должном уровне и формировали доходную часть бюджета республики за счет сбора налогов. Сегодняшняя площадка является отличной возможностью для плодотворного диалога представителей власти и научного сообщества, где каждый может высказаться, внести свои предложения в целях совершенствования налоговой политики. Саму идею провести подобную конференцию вместе со студентами оценил и руководитель межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по СКФО, который отметил, что налоговой службе нужны новые специалисты и свежий взгляд на работу. Хочу сказать, что совсем недавно мы были с ревизией здесь и отметили достаточно высокий уровень работных коллег. И мы прекрасно понимаем, что должно происходить регулярное обновление коллектива, состава команды. Поэтому здесь очень важна налоговая грамотность, налоговая культура. И я надеюсь, что вот сегодня мы проводим это мероприятие в стенах Ингушского государственного университета. Очень важно, чтобы подходила молодая смена, новая, потому что для нас очень важно обновление. Небольшой экскурс в историю создания региональной налоговой службы провел и руководитель, подчеркнув, что ведомство в самом начале столкнулось с большими сложностями, когда не было даже речи об экономике и налоговой политике. Вся система налогообложения строилась буквально с нуля, а сегодняшние показатели – плоды четвертьвековой кропотливой работы. Налоговая служба одной из первых опубликовала в открытом формате данные, которые использовались налоговиками для отбора объектов с целью проведения контрольных мероприятий. Кроме того, личным подтверждением открытости службы являются внедряемые всевозможные информационные ресурсы, участие во всевозможных совещаниях, выставках, конференциях, форумах, включая и сегодняшний. Сегодня система ФНС прозрачна и открыта, поэтому по сравнению с 90-ми годами вести бизнес намного легче. Об этом рассказал ингушский омбудсмен, а депутат Народного собрания Магомед Тибоев отметил, что благодаря ведению грамотной работы службы в прошлом году налоговые поступления превысили 100 миллионов рублей. Внедрение контрольно-кассовой техники в Народном собрании проходили бурные дебаты по этому вопросу. Были многочисленные предложения от других субъектов законодательной инициативы. Были с других субъектов Российской Федерации предложения отменить, отсрочить внедрение контрольно-кассовой техники. Но мы, благодаря совместным действиям с налоговой службой Республики Ингушетия, с другими органами власти, пришли к выводу, что внедрение контрольно-кассовой техники на территории Республики Ингушетия приведет к увеличению доходной базы. Наша налоговая служба сделала просто колоссальный рывок вперед. Сейчас, как подчеркнул руководитель налоговой службы по Республике Ингушетия, нет ненужных визитов, они эффективны. Одной этой пленарной дискуссией конференция не завершается. В программу мероприятия также вошли круглый стол, на котором участники обсудили современные проблемы налогообложения и межрегиональная студенческая олимпиада. Индира Манкива, Рахман Цуров, Новости 24.